bring your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going It's down. going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down. Going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Look up in the skies. Все подтанцовываем, поднимаемся и подтанцовываем. Мы вместе. Отыщи в своем сердце кусочек тепла. Я расскажу, от чего бывает человеку светло. Я покажу тебе мир, где нет горя и зла. Мы запускаем в тебя бумеранги добра. Мы вместе. Мы вместе. Браво! Для вас выступили зажигательные ребята из «Медики в танцах». Давайте еще раз им поаплодируем. Начинается торжественное закрытие нашего республиканского форума волонтеров-медиков. Давайте все друг другу похлопаем, что на протяжении всех этих 2 дней вы получали новые знания. На площадках форума участники поделились своими практиками и опытом и совместно определили дальнейшую стратегию развития добровольчества в сфере здравоохранения в нашем регионе. Помимо этого у нас онлайн участвовали участники из других регионов, которые получили тоже новые знания, узнали, как работает наше региональное отделение. Это тоже очень в новинку для нас, тоже, поэтому это стоит отдельных аплодисментов. Давайте тоже поаплодируем. Вот. И в течение 2 дней для волонтеров у нас проходили дискуссионные площадки, открытые диалоги, воркшопы и даже стратегические сессии и мастер-классы. Сегодня даже у нас на протяжении этих 2 дней, благодаря нашим партнерам СПИД-центру, внизу на 1-м этаже, все эти 2 дня ребята совместно с Евгением Александровичем делали забор на экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатиты. Прошло всего исследование 66 человек, все отрицательные, но зато вот такую вот мы профилактику во время форума, полезную программу тоже провели, и это тоже стоит ваших аплодисментов. Вот. И слово для закрытия нашего форума предоставляется заместителю министра здравоохранения Яковлеву Алексею Амосовичу. Давайте тоже поаплодируем. Дорогие друзья, дорогие коллеги, я вас поздравляю с наступающим Днем медицинского работника. Вижу знакомые лица, с которыми мне суждено было работать. Посчастливилось работать в начале ковида в марте прошлого года, когда мы открыли первый в республике обсерватор «Сосновой Бор». Вот. И вот тогда я вот впервые встретился с волонтерами нашими. Буквально на 2-й день после открытия на меня, как на коменданта, вышли активно и предложили свою помощь, волонтеры. Пришли студенты разных курсов медицинского института и училища базового. Всего отработало 16 человек у нас работало. Остались такие же веселые, жизнерадостные. Вижу, повзрослели за год.
Этот год, прошедший год и этот год показал, что вы именно пошли по призванию, да, вот, и несмотря ни на что, работали в ковиде, часть работала в красной зоне, часть работали в обсерваторах, и очень много волонтеров у нас работало по доставке лекарств и продуктов для самоизолированных и находящихся на карантине. За это вам большая-большая благодарность. Вы еще до сих пор продолжаете работать. Вот. В прошлом году, да, это было действительно впервые, это было страшно, это было достаточно тревожно. Были случаи выселения из общежитий из-за того, что люди согласились работать в обсерваторах. Да, вот. Были звонки от родителей, вот, я с ними разговаривал, я с комендантами разговаривал, с преподавателями разговаривал, для того, чтобы уходят в красную зону, да, вот, и они, естественно, пропускают свои лекции, вот, которые онлайн идут. И мне приходилось улаживать почти конфликтную ситуацию с преподавателями и так далее. Вот, мы там сделали учебный класс, компьютеры принесли, ноутбуки принесли, и там продолжали и работать, и продолжать свое обучение. Вот, у меня такое волонтерство оно действительно уже давно существует. Да, я помню, когда стройотрядовцы, да, уходили восстанавливать Ленск. Вот, студенты-медики тоже туда были привлечены для оказания, для медицинского обслуживания. Вот, и это было еще в мою молодость. Да? Вот, и благодаря вам, благодаря тому, что есть такие активные дети, такие активные молодые люди, вот, я уверен, что наша профессия, да, она никогда не, она все время будет поддерживаться на высоком уровне. Вот. Из таких активных молодых людей мы присматриваемся и делаем резерв руководящих кадров. Всегда сразу на студенческой скамье у нас намечаются лидерские, да, задатки. И из таких лидеров студентов у нас и появляются руководители медицинских организаций, работники на вас смотрю и я вижу именно резерв, который рано или поздно мы уйдем на пенсию. Вот. Вы достойная замена. Вот. Опять же, с большой благодарностью за ваш труд, за вашу помощь. Вот. И с наступающим Днем медицинского работника. Вот. Желаю здоровья, желаю высоких титров антител, да, вот. Тем, которые переболели, чтобы их сохранили надолго, тем, которые провакцинировались, быстрее их выработать и стать невосприимчивы к данной инфекции. Вот. Спасибо вам. Здоровья. И сейчас начинается вручение благодарственных писем. Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Саха Мудиновой, начальнику отдела направлений медицинского волонтерства Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Таким же благодарственным письмом награждается Иванова Керале Анатольевна, координатор Кобяйского местного отделения.
Таким же благодарственным письмом награждается Харайданова Анна Романовна, координатор Хандыкского местного отделения. Следующее благодарственное письмо вручается Амбросьеву Евгению Евгеньевичу, студенту 2-го курса Якутского медицинского колледжа. Таким же замечательным благодарственным письмом награждается Васильев Семен Семенович, студент 2-го курса медицинского института. Таким же благодарственным письмом награждается Данилова Наталья Егоровна, студентка 3-го курса медицинского института. Благодарственным письмом награждается Николаева Алена Дмитриевна, студентка 3-го курса медицинского института. Давайте еще раз поаплодируем всем награжденным ребятам, волонтерам-медикам. Спасибо большое Министерству здравоохранения Республики Саха-Якутия. Следующее слово предоставляется первому заместителю министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Сысоеву Александру Владимировичу. Хорошо. Вот последние 3 награжденных они со мной работали в Сосновом Бору. Вот. Большое спасибо. Да? Вот. Слово предоставляется исполняющему обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Сысоеву Александру Владимировичу. Дорогие друзья, мы вчера в такой дружной обстановке открывали наш форум, в торжественной обстановке. А вот 2 дня уже очень быстро пролетели, и Алена Ивановна сказала, какие они были насыщенные. Я вот тоже участвовал в различных программах, например, в круглом столе, куда мы приглашали представителей Министерства предпринимательства. И, конечно, там тоже выработали очень хорошие идеи. И я думаю, что наших волонтеров в будущем поддержит Минпред, в целом предпринимательское сообщество. И в этом плане мы сделали свою дорожную карту. Кроме этого, пользуясь случаем, я тоже как участник, как житель города вчера принимал в акции, когда вот проверяет кровь, она СПИД, как там называется, гепатит А, Б, С там и так далее. Ну, слава богу, все прошло хорошо, все отрицательное, поэтому вот в этом плане тоже, да, форум на самом деле очень полезный. Я вчера тоже об этом говорил. Я говорил о том, что Министерство по делам молодежи всегда будет поддерживать и будет в дальнейшем поддерживать вот это движение. Поэтому считайте, что мы уже не только партнеры, но и друзья. Поэтому вот такое отношение пусть всегда будет у нас для того, чтобы в целом здоровье улучшилось и чтобы волонтеры нашей республики дальше развивались. Здесь сидят не только волонтеры, которые учатся на медика, здесь сидят не только волонтеры, которые не со стороны сферы медицины, да, в том числе здесь сидят медики. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу поздравить с наступающим Днем медицинского работника. Ура! И разрешите мне тоже вручить благодарственные письма отличившимся волонтерам. Пожалуйста. Благодарственное письмо Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия вручается Калыевой Мерим Айбековне, студентке 3-го курса медицинского института. Таким же благодарственным письмом награждается Сотрудникова Алина Петровна, студентка 3-го курса медицинского института. Все, на этом у нас остальные все получили в первом дню, поэтому... Алена, всем волонтерам по-нашему, по-якутски, да? Уруй! Айхау! Уруй! Айхау! Уруй! Айхау! Айхау! Спасибо большое, Александр Владимирович.
И сейчас слово предоставляется мне, региональному координатору волонтеров-медиков Республики Саха-Якутия. Ну, на протяжении всех этих 2 дней мы с вами очень хорошо поработали. Возможно, вы получили, ну, надеемся, что вы получили новые знания, которые будете реализовывать в своей деятельности. Ребята из районов, мы очень благодарны, что вы смогли приехать, и что мы с вами впервые встретились вживую, всегда онлайн, и поэтому мы с вами будем продолжать работать. Мы очень рады, и вы доказали, что вы по-настоящему семья ВМ. Вы все подружились за все эти 2 дня, и надеемся, что будете продолжать также общаться. Никто не выходит из группы участников РФВМ-21. Возможно, встретитесь и в следующем году, поэтому форум в следующем году тоже планируется, поэтому мы с вами будем все это реализовывать. И, конечно же, огромная благодарность всем экспертам, которые присутствовали, Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям, Министерству здравоохранения, всем нашим главным врачам, которые сегодня тоже приняли участие. И, конечно же, огромная благодарность нашим волонтерам, которые были организаторами этого огромного форума. Они проделали очень большую работу. Каждый тоже причастен к этой историческому событию, к этому. Вот. И Семен, который весь день сидел за зумом и следил, не отключается ли камера и так далее. И, конечно, огромная благодарность ребятам, которые сопровождали экспертов и вообще организовывали все это мероприятие. Ну, мы надеемся, что вам форум понравился. Будем ждать от вас тоже больших отзывов. И, конечно же, сейчас я вручу тоже пару благодарностей. Да, вы сразу выходите. Да, у нас такое вот тоже семейное закрытие, можно сказать, поэтому такое семейное закрытие, потому что мы все с вами очень хорошо дружим и, надеемся, тоже будем продолжать дружить. И огромную благодарность нам хотелось бы передать историческому парку «Россия. Моя история», что приняли нас вот в эти 2 дня. Мы очень хорошо у вас провели время, нам все понравились площадки, кто-то там уже экспонаты смотрел, выставки, поэтому тоже очень классно. Все сотрудники, которые нам помогали при проведении мероприятия, вот операторам огромное спасибо, то, что они вот транслировали в YouTube. Мы даже не знали про это, то есть на 2-й день это все получилось, мы очень вообще были удивлены, поэтому тоже огромная благодарность. И хотелось бы вы тоже вручить вам благодарственное письмо за то, что тоже с нами сотрудничаете и помогли в организации нашего республиканского форума волонтеров-медиков. Спасибо вам. Также благодарственное письмо вручается директору ресурсного центра поддержки добровольчества Винокурову Иллану Васильевичу, который тоже на протяжении этих 2 дней и при организации форума нам помогал перетаскивать все на свете, организовывал вообще все на свете. И огромная благодарность тебе, Иллан. Микрофон. Сейчас я буду очень много благодарностей вам вручать, ребята, это потому что форум — это ваш праздник, и вы это заслужили. Благодарность вручается Павловой Роксане Рудольфовне, которая тоже помогала в организации этого замечательного форума. Роксана молодец. Дальше больше. Такая же благодарность вручается Поповой Анастасии Николаевне, нашей зажигалочке, которая сегодня с 7 утра поздравляла до 4 часов медицинские организации. Не одна, да, сейчас их тоже всех поздравим. Музыка закончилась, ничего страшного. Благодарность вручается Поповой Нургустане Дмитриевне, нашей зажигалочке. Вручается Архангельской Татьяне Сергеевне. Татьяна, нету? Окей. Так, Данилов Алексей Павлович, который тоже помогал в организации, его сейчас тоже, к сожалению, нету. Благодарность вручается Пенегиной Айне Алексеевне. Также благодарность вручается Наговицыной Валентине Андреевне.
Валя, ты здесь? Валя тоже с первого курса у нас является волонтером-медиком. Благодарность вручается Михайловой Любовь Михайловне. Благодарность вручается Роевой Диане Евгеньевне. Диана тоже большая молодец, спасибо. Такая же благодарность вручается Стручковой Якулине Егоровне, нашему серебряному волонтеру. Благодарность вручается Битяевой Кире Николаевне. Также вручается благодарность Михайловой Тускулане Ефимовне. Федотову Александру Сергеевичу. Адамовой Валентине Дмитриевне. Вали нету, да? А Хлопковой Наяне Васильевне. Так, еще у нас, получается, наши волонтеры-медики выезжали в город Хабаровск по обучению, по поиску пропавших и первой помощи. И, от Якутского республиканского мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям выражает благодарность Даниловой Наталье Егоровне, заместителю координатора направления обучения первой помощи и сопровождения мероприятий. Благодарность вручается Бороздиной Анастасии Николаевне, которая приехала из Алданского района. Благодарность вручается Вензель Анжелике Евгеньевне. И благодарность вручается Анисимовой Нарые Алексеевне. Ага. Ну, я возьму такую небольшую честь, как бы отблагодарить наших танцоров, которые сегодня с 7 часов утра поздравляли медиков с Днем медицинского работника. Они даже раньше меня проснулись, пришли. Вот. И они показали, ну, если говорить о них, они в первый раз столкнулись с волонтерской деятельностью и уже показали, насколько они ответственны. И также у нас было очень много проблем с техникой, и все равно они показали свою стрессоустойчивость. Вот. И благодарность вручается за организацию проведения Республиканского форума волонтеров-медиков Ивановой Алине. И также мы им вручаем небольшие подарки, мюсли и значок. Ага. И такая же благодарность вручается Слепцовой Валерии. И такая же благодарность вручается Михайловой Александре.
Такая же благодарность вручается Борисовой Ирине. И такая же благодарность вручается Алексеевой Виолетте. Ну что ж, ребята, большое спасибо вам. А сейчас заключительное слово предоставляется начальнику отдела направления медицинского волонтерства Всероссийского общественного движения волонтеры-медики Нажмудиновой Айшат, нашему федеральному эксперту. Всем привет еще раз. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы меня выдержали эти 2 дня, потому что мне было очень много. Но у меня на самом деле была программа «Максимум» выдать вам всю информацию, которой я владею, которой, по моему мнению, должны владеть каждые волонтеры-медики и местное отделение, и региональное отделение в целом. Я в восторге, на самом деле, от форума, я в восторге от атмосферности этого форума. Знаете, такое дружелюбие, вот реально, действительно, такой семейный форум, где люди не только делятся там с опытом, но и максимально принимают ту информацию, которая необходима, и уже задумываются, как правильно это все сделать, не только у себя в районе, но и привлечь ближайшие районы, чтобы делать там зональные мероприятия, окружные мероприятия и уже дальше выдвигаться на всероссийский уровень. Я хочу поблагодарить Алену Кычкину за ее, я не знаю, многофункциональность, универсальность. Это просто невероятный какой-то человек. Я не знаю, когда она спит, когда она ест, но она прям большая молодец. И очень отрадно, что именно такие люди у нас являются вожаками добровольческой деятельности в регионах. И хочу поблагодарить партнеров. Я сегодня очень много общалась, и вчера общалась с партнерами, которые помогают региональному отделению. И у меня такое впечатление сложилось, что там тоже уже, знаете, не то что партнерские отношения, там уже и такие дружелюбные отношения, которые во благо добра. Отдельно я хочу спасибо выразить ресурсному центру. Такой поддержки от ресурсного центра, вот я вам честно скажу, я очень редко вижу, чтобы в регионах так именно руководитель ресурсного центра поддерживал ребят и разные функции выполнял. Вот эти 2 дня, которые я здесь нахожусь, это была максимальная поддержка ребят. Министерству молодежной политики хочу сказать огромное спасибо, потому что сразу видно, что есть плечо старших наставников, которые действительно помогают нашему движению здесь развиваться. И это такой этап мотивации для нашего отделения. Спасибо вам большое. Минздраву хочу выразить сегодня, был представитель Министерства здравоохранения, которая была с нами на площадке. Вот сейчас и присутствует первый заместитель министра здравоохранения. Это тоже огромная поддержка для нашего отделения, потому что мы являемся как раз-таки той веткой, которая планирует и всегда будет помогать в сфере здравоохранения стать лучше и лучше и воспитывать волонтеров-медиков для будущей деятельности, в практической. И всем огромное спасибо, кто там плыл, кто летел, кто там, я не знаю, на чем ехал. Спасибо вам огромное, что вы здесь. И эти 2 дня были настолько насыщенные, что я, если честно, так замотивировалась и уже думаю, что же сказать нашим коллегам, чтобы сделать еще что-то крутое на территории вашего региона. Спасибо большое. Этот форум был очень крутой. Спасибо большое, Айшат. И еще у нас тут последние такие бонусы тоже, то есть нам хотелось бы поблагодарить ребят, которые вот делают прямой эфир тоже, и это получается Марчук Владислав, пожалуйста, сюда подойди. Спасибо вам. И Янимов Максим. Ребята молодцы. Спасибо.
И сейчас у нас с вами будет, перед прямо официальным закрытием, у нас будет Инстаграм-конкурс, мы устраивали на протяжении этих 2 дней. И сейчас, пожалуйста, ребята, тоже покажите демонстрацию экрана, чтобы мы, кто онлайн нас смотрит, тоже участвовали. Ну, участвующих, конечно, мало, но приз полезный, зря, что не участвовали, да? 10 участников, да? 10 участников, которые выполнили все условия, выложили пост в Инстаграм, да, и они сегодня у нас получат тоже подарки. Можно на фоновую музыку немного поставить, Женя. Так, сейчас мы узнаем, кто стал победителем нашего замечательного подарочного пакета, бокса. Ну и победил по кнопку точно нажимали, это точно первый номер. Кто оставил первый? Поздравляем! Молодец. Здесь у нас получается, если что, витаминный напиток, ну и очень много хлебцов там и так далее. То есть будет здоров, да, в дорогу как раз в Скабяйский район, в Сангар повезут. Вот. Ну и сейчас у нас очень такое торжественное тоже мероприятие. Все, что вы здесь остались до конца, да, это тоже очень радует. И сейчас наши ребята вынесут праздничный торт закрытия нашего форума. До того, как порезать, можете все подойти фоткать, но все равно все подходите. Сейчас ребята тоже вынесут тарелочки. Поэтому у нас уже, получается, форум подходит к концу. И, конечно, огромную благодарность мы выражаем вам, волонтеры, участники, наши партнеры. Поэтому можете подойти, пофотографировать, и скоро мы с вами тоже вкусим замечательный торт. Ой. Мы вместе. Отыщи в своем сердце кусочек тепла. Но пока что, нам надо сделать общее фотографирование перед тортом и за тортом, да, то есть давайте все встанем сначала, закроем наш торт, потом спереди торта тоже сфотографируемся. Наши уважаемые гости тоже просим встать в центр. Айлан Васильевич, тоже подойдите. Ребята, давайте становимся вот так, чтобы сфоткаться.